Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня наконец-то новый мукбанг. В общем, сколько, 2 дня, по-моему, я не снимал, и вот с утра мне дико захотелось, знаете чего? Чебуреков. Вот захотелось так, как будто в летний жаркий день тебе хочется воды. Вот такое же ощущение у меня было сегодня от чебуреков. Желание такое, вернее. Плюс у меня огурцы. Огурцы обалденные. Когда резал, попробовал, просто, знаете, мака. Тут у меня помидорчики спрятались. Не хотят присутствовать в кадре, отказываются. И укроп. Укроп тоже не хочет, но по причине того, что он очень страшненький, но вкусный. Так, пью чай с молоком. Крепкий-крепкий заварил. Прям захотелось мне крепкого чая. В общем, давайте есть. И будем болтать, в общем, да? Так, что отсюда взять? Ну, давайте отсюда возьму. Чебуреки делал не сам, опять-таки. Купил в апреле. Чебуреки у них огонь. У них пончики огонь. Чебуреки и эклеры огонь. Еще в целом вкусная такая кухня. Выпечка. У нас уже где-то дня 4-5. Погода сказка. Я прям гуляю, хожу. 15-20 тысяч шагов. Прям горжусь собой. Я прям такой молодец. Спасибо погоде. По идее, хотел вчера видео снять. Там где-то не получилось, то все, бо все, в общем. Ладно. Значит, не судьба. Голодный капец. У нас сейчас что, примерно 2 часа дня уже. В общем, вчера сижу в Инстаграме. Знаешь, как зайдешь в Инстаграм, думаешь, что сидел там буквально 5 минут, выходишь, уже 3 дня прошло. Здравствуйте, здравствуйте. И, значит, натыкаюсь на такой пост в Инстаграме. А есть же там дофига пабликов, там типа наука, интересные факты, я такое люблю. Ага. И, значит, рассказывают про одного индуса, который живет в Индии. Логично, да? Что он, в общем, занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый, так скажем, любвеобильный мужчина. То есть у него там 25-30 жен, дофига детей, дофига внука. В общем, такой мужик молодец, да, в этом плане. Но я вспомнил такой случай, который со мной был несколько лет назад. Я помню, про него уже рассказывал, не помню. Я уже стал, знаете, как Алла Пугачева, интервью даешь и повторяешься там только в разных вариациях. В общем, огурцы вкуснючие. В общем, несколько лет назад один из депутатов у нас предложил такой закон, чтобы законно внести, соответственно, многоженство. А у нас, знаете, депутаты, они 1-2 раза в год такие законы придумывают, но бредовые. Там просто записки сумасшедшего в период осеннего обострения, знаете, из этой серии. Я уже ничему не удивляюсь, у нас депутаты иногда такой закон предлагают, типа, знаете, если ты пукнул в 12 часов времени по Меркурию, а надо было в 2, штраф тебе 500 тысяч, лови, подлюка. И, значит, какой-то депутат предложил закон, чтобы законить многоженство. И мы такие что-то в общей компании сидим. И один из этих знакомых моих, он да не друзья, так, знакомые, да, говорит, вот этот вот депутат, например, Азаматов назовем, я уже не помню, как это фамилия, вот прям здравый такой закон предлагает, прям я его всеми органами поддерживаю, говорит. Я говорю, тебе-то что, говорю, ты-то женился недавно, там, пару лет назад, у тебя 2 маленьких детей, зачем тебе это? Он говорит, в смысле зачем мне это? В смысле? Так еще с обидой, знаете.
Я тоже хочу, говорит, жениться на молодой девушке, а мне тогда было лет 35. Типа вот моя жена моя ровесница, я хочу 20-летнюю взять в жены. Я так смотрю на него, думаю, или твоя мама пыталась сделать аборт, и у нее не получилось, думаю я про него. Или у тебя просто, вот, бывают же люди, у которых чебурек головного мозга, вот в тему нашего мукбанга, вот есть такие люди, вот у них вообще в голове напрочь отсутствует причинно-следственная связь, вот отсутствует и все, ты хоть его побей, убей, вот нету этой связи, логики нету. Это вот люди, состоящие, знаете, вот обещания дали, забыли, вот состоящие из говна и пыли, не к столу будет сказано. Вот. А я почему так отреагировал, потому что он вечно ныл, что у него не хватает зарплаты. Он тогда получал, сейчас я вам скажу примерно, ну как он сам рассказывал, то есть я не придумываю, 65-70 тысяч тенге, но это было пару лет назад. Как будто бы это, сейчас бы он получал, например, 150 тысяч тенге, если в рублях, там, ну 25 тысяч рублей, например, да? Еще меня в долг просил. Я ему говорю, а у меня же тоже язык без костей, как говорится, добрый вечер. Я говорю, слушай, говорю, ты направь все свои усилия не на поиск новой молодой жены, да, а на, значит, поднятие детей, да, у него 2 маленьких детей, девочки. Он говорит, это понятно. Угу. Все понятно ему. Снимает квартиру, 2 маленьких детей, еще хочет 2-ю жену. Я говорю, ну, сидим такие. Он говорит, вот моя жена, называет ее имя, не буду говорить, она меня не мотивирует. Как это? Думаю я, говорю ему. Вот не мотивирует, говорит, мне и все. По идее же, говорит, жена должна вообще там вокруг тебя танцевать. Ну, я это грубо говорю, ну, его мысли передаю. Должна танцевать, там, шаманские танцы, хрустеть позвоночником, там, ночью быть в нижнем красивом белье, а днем должна быть матерью такой, знаете, забота и так далее. Ну, в общем, мою логику вы поняли. Я ему говорю, слушай, ты завел 2 детей, эти дети тебя не просили рожать, ты должен их поднять. То есть, значит, видите ли, мотивация работать у него нету, хорошо зарабатывать, а делать детей мотивация есть. То есть ночью вся эта мотивация просыпается, да? И я думаю, вот странные, однако, люди, да? Хотят там жену. А, он еще говорит, типа, попрошу ее родить мне ребенка. А я сижу и думаю, сейчас он в эту секунду скажет сына, наследника, ага. И он говорит в эту секунду, вот попрошу ее родить мне ребенка, сына, наследника. Я думаю, у тебя, говорит, 2 кредита Каспий банк не оплачены. Не оплачены, вот и все. Какое у тебя наследство? У тебя же так носки, вот эти шваш вонючие. Какое наследство? И знаете, у нас некоторые мужики считают себя этими, как его, есть же, Султан Сулейман, как его? Типа это они. С голой жопой на льдине, извиняюсь за выражение, да? Ну, типа мы султаны Сулейманы, заведем и 2-ю, и 3-ю жену. Нет. Если мужик вывозит, во всех смыслах этого слова, и финансово, и материально, и как сказать, морально, да, и физически, то пожалуйста. Но почему-то люди, которые хорошо зарабатывают, такие мужики, да, они вот, как сказать, не однолюбы, но у них вот жена есть, да, дети и все. И 2-я жена редко когда нужна. А вот такие вот бещаря, которые вообще ничего не зарабатывают, которые там вечно в кредитах, подавай 2-ю жену. Ну ё-моё, ну это что за разговоры в пользу бедных, понимаешь? Не знаю, не понимаю. Я такой сегодня разговорчивый. Кстати, настроение у меня хорошее сегодня. И выгляжу как-то сегодня, да, типа особенно сексуально, по-моему. Да? Хорошо. Скажите же, да? Давайте этот возьмем. Чебуреки обожаю, апрельские. Вот так я ем.
Вообще если вот реально финансово все нормально, первая жена не против. Ну, как бы не то, что не против, если она... Я не верю, что если у мужика есть вторая жена, да, я не верю, что когда у мужика есть вторая жена, первая об этом не знает. Но я говорю вторая жена, потому что понятие любовница звучит как-то обидно для девушек. Вообще у нас как? Есть главная жена, старшая жена. Ее зовут Байбище. То есть так называют Байбище. Есть младшая жена. Ну, давайте назовем ее второй, да? Это называется токал. Да, есть такое даже понятие, типа токалочка, типа. Это вот в Инстаграме, когда говорят такие девушки, когда, ну, видно, что живет красивой жизнью, там, сумка Луи Виттон, что там еще там, Мальдивы, не Мальдивы, там, ну и так далее. Ну, в общем, красивая жизнь, да? Губы накачала, груди накачала, попу накачала, в общем, деньги есть. И ее подписчики задаются вопросом, откуда эти деньги? Ну, может, родители богатые, да? Но бывает, вот у меня родители простые, там, показывают, да, их. Или там муж, нет, она не замужем, например, да? И там комменты читаешь, она говорит, ты там, чья ты токалка, какого-то там человека богатого. Как я люблю эти пончики, вот эти чебуреки, вот это все, обожаю. Жареное, вредное, не буду говорить вредное, вкусное. Ой, ё-моё. Ой, чай такой вкусный, обалденный. В общем, когда я худел, года где-то 5 лет тому назад, наверное. Обе. То я пил только зеленый чай. Вот чисто зеленый чай. А зеленый чай же вот с сахаром не пьешь. Ну, не пьешь. Я, например, не пил. Я реально только пил зеленый чай. А потом забросил. Укропчик съедим. Напишите в комментариях, мне прям вот реально очень интересно ваше мнение. Вот вы замужем. Ваш муж завтра приходит и говорит там, дорогая Айнур или Айгерим или Татьяна, типа я хочу взять вторую жену. То есть мы все вместе как бы, не то что будем вместе жить, да, такого, конечно, не будет, наверное. Это фантастика, конечно. Давайте представим, пофантазируем, да. Вот хочу взять вторую жену, он вам говорит, буду вас обеспечивать там. Вот у вас какой-то уровень жизни есть, более-менее нормальный. Такой же будет, то есть он не ниже, такой же останется. Но я буду чуть чаще пропадать из виду, скажем так. Но у вас там еда, одежда, все будет закрыто, квартира, как сейчас. Как вы на это отреагируете? И, парни, Джигитер, к вам вопрос такой. Хотели бы вы иметь вторую жену? Ну, может, вы сейчас не женаты, но в перспективе, например, вот если у вас девушка, с которой вы дружите, да, вы, например, на нее женитесь, и через несколько лет у вас будет вторая жена.
Вот я сейчас это говорю, да, я сам просто понимаю, вот найти бы одну хотя бы жену, да. Вторая это вообще. Окей, даже нашел. Даже надо семью там зарабатывать, да. Дети, она умна, да. Ну это же расходы. А представьте, вот вторая жена, которая тоже надо расходы делать. Это капец. Вот такие дела. Так что напишите свое мнение, мне интересно. Я не берусь никого осуждать. Вернее, берусь только вот таких вот бещаря, которые хотят вторую жену, а первую даже не обеспечили. А так? Если, кажется, все, кого всех устраивает, почему нет? Что, не чая, что ли, не хватит? Я только сел снимать, и прям солнышко вышло, понимаете? Вот сразу видно, я любим природы. Вы знаете, иногда меня удивляют люди, под прошлым или под позапрошлым видео несколько человек написали: это же не АСМР! Я говорю, вы читайте название, где-то написано, что это АСМР, это мукбанг. Мукбанг в понимании СНГ, например, да, русскоязычном ютубе, это когда ты что-то ешь и говоришь на камеру. Это не АСМР, говорит. Я и не говорю, что это АСМР. Сейчас странные люди бывают. Так, четвертый что съедим? Где-то пару дней назад посмотрел так отрывками интервью этой Ингеборга Дапкунайта. Какая красивая женщина, прям такие глаза у нее реально божественные прям. Она, по-моему, литовка. Очень такие глаза. И представьте, 52 года. 52. Но я ей думал, что от силы 40 с чем-то. Ну, 40 с маленьким хвостиком. А ей, кажется, 52, представляете? Так, сейчас чай принесу. Не уходите никуда, не расходитесь. И вот ей получается 52 года, но выглядит просто сногсшибательно. Хотя не сказать, что прям у нее там лицо все переколотое, как она, как это. С такими губами нет, только хорошо выглядит, между прочим. Так, вот мой чай. Это, знаете, мне как нравится, как выглядит в свои годы Дженнифер Энистон. У нее лицо вроде бы, как бы видно, не переколотое, но в то же время очень классно выглядит. Опять видео будет на 1 000 000 минут, блин.
Под прошлым видео некоторые написали, что не знали, что идет стрим. Я вас очень прошу поставить колокольчик, нажать на колокольчик, вернее, уведомление, чтобы к вам приходили при моем видео, либо при прямом эфире, при стриме. Поэтому, чтобы вы были в курсе, так скажем, всех новостей на моем канале. Конечно, домашние вкуснее, но у апреля тоже очень вкусные чебуреки. Вот вся выпечка мне очень нравится. Я их чуток в духовке подогрел, чтобы они такие хрустящие были, знаете. Друзья, если вы если вы посмотрели до этого момента видео, напишите 2 слова. Хочу чебурек. Чебуреки. Чебурек. Хочу чебурек. Чебурек. Чебурек хочу, короче, напишите. Ой, наелся как свинота, опять обожрался. Вот как похудеешь после этого? Ой, с одной стороны, конечно, охота и снизить вес, с другой стороны, пожрать тоже люблю. Очень вкусно, между прочим. Ну что, ребят, ладно, еще увидимся. Спасибо за вашу поддержку, за ваши добрые слова. Надеюсь, на днях тоже будет видео. Вот такие дела. Ладно, друзья, пока-пока. Пока!